Здравствуйте, меня зовут Федоров Максим. Моя тема называется «Дикие муравьи в домашних условиях». Мое исследование связано с разведением муравьев в домашних условиях. Интерес к данному исследованию появился после того, как я посмотрел в интернете разведение муравьев в домашних условиях. Моими первыми муравьями стали муравьи-жнецы вида Мессерструктор. Данной работой я занимаюсь уже 4-й год. Основной целью является создание собственной колонии муравьев, которая в перспективе может способствовать для нужд человеческого промысла. На данном слайде кратко представлены основные достигнутые результаты первого года исследований и значимых результатов. Можно выделить увеличение количества особей в 2 раза. Второй год исследований являлся подготовительным этапом для формирования матки. Так, например, был приобретен новый формикарий. Изучил литературу периода оплодотворения самок различных видов муравьев и осуществил перечисление домашних муравьев-жнецов. В третьем году исследований были отобраны случайным образом из домашних муравьев-жнецов 4 особи. Также было поймано во время предполагаемого времени лета дикие муравьи в количестве 3 особей. К сожалению, в обоих случаях матка не сформировалась. Одной из наиболее возможных причин, которой являются неправильно отобранные особи. В этом году на даче я смог поймать муравья с крыльями, и можно утверждать, что особь относится к виду садовых. После того, как я положил в пробирку, особь оторвала себе крылья, что соответствует литературным данным. Дополнительно в пробирку я положил немного еды и вату, намоченную водой. Но, к сожалению, через пару дней пробирка обросла плесенью. Поэтому было решено переселить муравья в формикарий. Спустя несколько дней появились первые яйца. В таблице представлены ключевые моменты исследования. К сожалению, яйца не получили дальнейшего развития, поэтому цикл их развития не представлен в таблице. В рамках данного проекта цикл развития яиц был исследован и представлен в результатах первого года исследований. Из литературных источников известно, что яйцо превращается в личинку за 1 неделю, с заметными на глаз изменениями формы самого яйца. Такое изменение я наблюдал в случае развития яиц домашних муравьев-жнецов. После того, как она съела свои яйца, мы поместили домашнего муравья-жнеца для наблюдения за реакцией матки. Данный эксперимент был направлен на то, чтобы узнать, может ли прижиться к матке муравей из другого вида. Муравей-жнец не смог прижиться с маткой, поэтому мы вытащили его. После данного эксперимента матка прожила пару дней, а потом умерла. Предположительно из-за голода и истощения. Результаты исследований 4-го года представлены на данном слайде. Стоит отметить, что в следующем году планируется поймать от 3 до 5 особей с крыльями и поместить их в отдельные пробирки и держать их там до вылупления первого потомства. Спасибо за внимание.